Я вообще ее не ждал. Хорошо, Макс, привет. Привет, это English Show. Затыкайся там. Привет, это English Show. Сегодня мы с вами будем учиться английскому языку с помощью новой серии сериала «Шерлок». Целый год люди ждали эту серию. Я, если честно, не ждал. Просто она вышла. И давайте поэтому будем учиться английскому языку с помощью нее. В общем, окей, ребята. Давайте начнем. И сегодня обсудим небольшой отрывочек. Лестерет говорит, it's a man then. It's a man. Что означает? Значит, это мужчина? Или то есть это мужчина? В данном случае слово then переводится тогда или то есть. Possibly. Possibly — это наречие, которое переводится «возможно». Слово possible, как прилагательное, переводится «возможный». А наречие вообще что такое за наречие? Наречие — это когда мы описываем, как или каким образом что-либо происходит. Есть еще подобное слово probable — вероятный или тоже возможный. Probably — вероятно. Дальше Лестерет говорит. Very keen blade, so it could conceivably have been a woman. A very keen blade, so it could conceivably have been a woman. Обсудим здесь пару слов с этого предложения. Слово keen. Слово keen переводится тонкий, острый, пронзительный или резкий. И в разных контекстах, знаете ли, может употребляться. Например, keen sight — это острое зрение. Keen intellect — это живой, острый ум. Keen pain — это острая боль. Keen cold — пронизывающий холод. В нашем случае keen blade — это очень острое лезвие. Conceivably — еще одно слово, которое говорит Лестерет. Слово conceive переводится замышлять, полагать. Это предложение переводится так. Если дословно, очень острое лезвие, и поэтому это вполне может быть женщина сделала. То есть убила человека в этой серии. По смыслу, что он говорит, типа, что нож с таким острым лезвием, и это вполне могла женщина сделать. Как бы, не нужно усилий прилагать. Смысл такой. Дальше Ватсон говорит. In theory, yes, but we know who it was. I saw her. In theory, yes. But we know who it was. I saw her. В теории, да, но мы знаем, кто это был. Я видел ее. I saw her. Слово saw — это прошедшая форма от глагола see — видеть. Я думаю, что здесь ничего не нуждается в пояснении. И Ватсон продолжает. I saw the ghost with my own eyes. I saw the ghost with my own eyes. Здесь мы тоже пару слов схватим. Слово ghost переводится привидение или призрак. И тут интересно еще слово own. Слово own имеет много разных переводов. Вот несколько из них. Own — это собственный, принадлежащий кому-то, когда кто-то либо владеет или что-то делает самостоятельно. Мы тут составили несколько предложений, и они отражают вообще, как по-разному употребляется слово own. Вот такой вот длинный пример. This is my own house. I live here on my own. And I am on my own today. I own many books. And today I'm gonna read a lot. Здесь в первом предложении this is my own house. Слово own переводится собственный. Это мой собственный дом. А во втором предложении I live here on my own. Слово own переводится «я живу тут один, самостоятельно, без никого». Дальше and I am on my own today. Здесь слово own вообще переводится, что у меня сегодня нет никаких особенных планов на день. Как бы я сегодня один, сам себе предоставлен, так скажем. И дальше I own many books. Я владею многими книгами. То есть у меня есть много книг, и сегодня я собираюсь много читать. Видите, как много разных оттенков имеет слово own. Но в данном случае слово Ватсона означает «я видел этого призрака своими собственными глазами. With my own eyes». На что Шерлок говорит: You saw nothing. You saw what you were supposed to see. I saw nothing. You saw what you were supposed to see. You saw nothing. Ты ничего не видел. You saw what you were supposed to see. Ты видел то, что тебе полагалось увидеть. Давайте обсудим. Здесь есть несколько интересных таких моментов. Во-первых, первое предложение I saw nothing. Как-то очень странно, какая-то очень странная конструкция немножечко. В английском языке есть два разных способа, как выразить, например, когда у вас чего-то нету. Два таких способа выразить отрицание. Можно сказать I saw nothing, что дословно переводится «я видел ничего», или, как обычно мы говорим, I didn't see anything, что тоже переводится «я ничего не видел». То есть мы можем сказать I didn't see anything, либо I saw nothing, я видел ничего. В русском мы обычно так не делаем, но в английском можно так выразить мысль. Приведу вам несколько примеров, чтобы было более понятно. Например, можно сказать I don't have any money, у меня нет денег. А можно эту мысль выразить как I have no money. То есть I have, у нас стоит это начало предложения, оно положительное, но дальше идет частичка no. I have no money. У меня нет денег. Или еще такой пример. I can't see anybody in the garden. Я никого не вижу в саду. Но еще мы можем сказать так. I can see nobody in the garden. Что тоже переводится «я никого не вижу в саду». И вот еще один, последний закрепляющий пример. I didn't buy anything in the shop. Я ничего не купил в магазине. Но мы можем сказать еще I bought nothing in the shop. Я купил ничего в магазине. Что по смыслу будет переводиться «я ничего не купил в магазине». Слово suppose переводится полагать или предполагать, считать или допускать. Вот такой пример. Will he come? Yes, I suppose. Yes.
I suppose so. I suppose he'll be here. Он придет? Да, я полагаю, что да. Я думаю, что он будет здесь. Итак, слово suppose — это полагать или предполагать. You said yourself I have no imagination. You said yourself I have no imagination, говорит Ватсон. Ты сам сказал, что у меня нет воображения. Снова в этом предложении мы видим конструкцию I have no. Первая часть предложения положительная, и дальше мы видим частичку no. У меня, я имею... Как это перевести? Непонятно вообще, как это перевести. I have no imagination. У меня нет воображения. Либо мы можем сказать I don't have imagination. И обсудим слово yourself. You said yourself. Ты сам сказал. Слово yourself — это возвратное местоимение. Что такое возвратное местоимение? Возвратное местоимение используется, когда кто-то или что-то производит действие, направленное на самого себя. В русском языке мы часто опускаем такие слова. Например, Little Billy fell and hurt himself. Маленький Билли упал и поранился. Но в английском языке мы говорим hurt himself, то есть поранил сам себя. Или вот такой пример. Look at yourself. Посмотри на себя. Или I ask nothing for myself. Я ничего для себя не прошу. Слово myself для самого себя. И снова в этом предложении, обратите внимание, мы используем вот эту конструкцию. I ask nothing. Я спрашиваю ничего. То есть я ничего не спрашиваю для себя. Ничего не прошу. И вот пару фраз с возвратными местоимениями. Например, есть такая фраза. Enjoy yourself. То есть получай удовольствие, наслаждайся жизнью. Еще за столом можно сказать, когда у вас гости. Help yourself. Угощайтесь. То есть дословно помогите сами себе. Берите все, что хотите, обслуживайте себя сами. Дальше в этом небольшом эпизоде Шерлок такое завернул. Там такие сложные слова и сложные обороты. Use your brain such as it is to eliminate the impossible, which in this case is the ghost, and observe what remains, which in this case is a solution so blindingly obvious even a Stroud could work it out. Thank you. И мы не против все это перевести, просто выпуск получился бы реально очень долгий. В общем, ребята, есть такой вопрос. Нравится ли вам вообще смотреть долгие видео? Вот, например, если бы наши выпуски шли по, скажем, по 15 минут или по 20 минут. Без супер крутого пафосного монтажа, ну вот просто мы бы взяли из этого же Шерлока, да, и взяли бы, перевели какой-нибудь очень сложный отрывок и сделали бы по нему видео. Было бы это для вас круто? Понравилось бы вам это? Было бы интересно. Пожалуйста, напишите ваше мнение тоже по этому поводу в комментах. Вот такой вот сегодня, ребята, информативный выпуск. Что еще хочу сказать? Мне, если честно, не особо понравился новый сезон, новая серия, вот эта первая серия в 4-м сезоне Шерлока. Как-то вот все ждали, и вроде как-то вообще непонятно. Мне показалось вообще просто фильм ужасов какой-то. В общем, поэтому в комментариях, ребята, нам очень будет интересно узнать ваше мнение, поэтому напишите, как вам вообще вот эта серия Шерлока первая. Понравилось, не понравилось? На этом все. Это были English Show. Ребята, подписывайтесь на наш канал и пока!